Уважаемый Алексей Алексеевич, уважаемый Сергей Анатольевич, участники сегодняшнего заседания, коллеги, друзья, я хочу от лица депутатов Государственного совета поприветствовать вас и подчеркнуть значимость того, что Государственный совет Республики Коми стал площадкой для широкого и открытого обсуждения арктической повестки. Хочу выразить признательность Комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по оборонно-промышленному комплексу и региональному объединению работодателей Союза промышленников и предпринимателей Коми за готовность к партнерству и участию в вопросах стабильного и устойчивого развития будущего арктической зоны. Сегодня развитие Арктики до 2035 года объединило мероприятия национальных проектов и государственных программ, инвестиционные планы инфраструктурных компаний, программы развития арктических регионов и городов. Для Коми это прежде всего возможность диверсификации экономики и возможность заняться комплексным социально-экономическим развитием моногородов нашей республики Воркуты и Инты, развитием угольных минерально-сырьевых центров на базе Печорского угольного бассейна, созданием на их основе глубокой переработки угля и углехимии, развитием нефтегазовых минерально-сырьевых центров на базе Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, в том числе созданием новых мощностей по переработке нефти и газа. Хочу напомнить, что на территории Коми в составе арктической зоны входят Воркута, Инта, Усинск и Усть-Цилимский районы. В настоящее время 11 компаний получили статус резидента арктической зоны с проектами на 1,5 миллиарда рублей. Конечно, эта сумма несопоставима с теми суммами, которые оперировал предыдущий докладчик, но тем не менее, которые позволят создать почти 450 новых рабочих мест. Безусловно, все они могут рассчитывать на снижение налога на прибыль, который зачисляется в бюджет Коми на 5% в течение первых 5 лет и на 10% в течение последующих 5 лет. Среди других льгот и преференций полное освобождение от уплаты налога на имущество организаций, понижение налоговой ставки при применении упрощенной системы налогообложения.